Здравствуйте, наши дорогие телезрители Самана ТВ. Не так давно наши представители чувашского народа под руководством Олега Михайловича Цыпленкова Чундаш поехали в Челябинскую область, где когда-то было выявлено поселение древних людей под названием, современным названием Аркаим. Здравствуйте, это канал «История интересна». Я Наталья, и сегодня мы поговорим о том, кто же построил легендарный Аркаим. Аркаим – один из самых известных археологических памятников России. С ним связано больше всего легенд, домыслов и даже мистики. И неудивительно, Аркаим почти на 1000 лет старше легендарной Трои. Кстати, ее стены по размерам не превышают аркаимских. Это здесь впервые изобрели боевую колесницу. Жители Аркаима поразили исследователей и удивительно развитой для того времени металлургией. В городе был водопровод, стоковая канализация и ливневка. Но кто же все это построил? Одни считают Аркаим городом древних ариев, другие называют его воинским поселением древних славян, третьи настаивают, что это может быть культовое сооружение местных народов. Но кто на самом деле строил Аркаим? И как они выглядели? Какую сенсацию подарили нам ученые? Каким неожиданным выводом пришли генетики? И как связаны жители Аркаима и Древняя Греция? 3700 лет, что сравнимо с древними египетскими пирамидами. По самому первому открытому поселению Синташте саму культуру археологи называют синташтинской. Люди, построившие на Урале страну городов, были, как считают ученые, первые профессионалы, то есть профессиональные воины и международные торговцы, дисциплинированный военный класс с новой военной техникой, колесницами. Судя по всему, жители Синташты и Аркаима почитали огонь, солнце и священных животных, среди которых были лошадь и корова. Вероятно, верили они и в бога грома, культ которого характерен для всех индоевропейских народов. Среди, как бы сказать, туристов наших чувашских, нам близкий друг, товарищ Юрий Витальевич Задиков и Анатолий Павлов. И вот они побывали там, получили впечатление, грандиозное, я так думаю, впечатление. Все же это исторические события, или Аркаим является историческим событием возрождения человечества на том месте, вблизи Урала. То есть мы сегодня говорим, это Челябинская область, рядом Соль-Илецк, и еще чуть-чуть рядышком Южикиль, то есть русские говорят о том, что Исык-Кюль, а это фактически чувашский Южикиль. И вот, представляя вот этих наших посланцев, давайте выслушаем слова Юрия Витальевича Дудякова, что там происходило, как они там находились, что чувствовали, было ли некое всемирное тяготение с небес. Юрий Витальевич, вам слово. Вспоминаю вот сначала 6 июля 2024 году под руководством нашего бессменного Олега Михайловича Ульдияра, он у нас руководитель. Я бы сказал, это вождь чувашского. Да, вот этого наш вождь на этот раз вывел в поход 33-й раз. Чундаш слово это... По России даже соседние какие-то союзы нам... Конечно. В Казахстане были... Азербайджан, киргизы были. Да. Там, в Дагестане, само собой. Там, где наш тюркский народ, самый из древних народов на планете. И мы по этим святым местам ездим. 33 раз. Очень удачно состоялся. Коротко.
В 8 часов мы выехали. У нас еще есть традиция заодно навещать святые места великих, где погосты лежат наших великих людей. По пути, да. Там займет там полчаса, час. По пути пролегания маршрута. Да, маршрута, да. Мы, вот если вспоминать, вот мы, когда ехали вот тот раз, раньше, года 2 назад, заезжаем в у нас великие люди, которые заметный след оставили в истории болгаро-чувашского народа, художник Мета, который Канашский район, заехали. И ведь это великий художник. Его работа в Третьяковской галерее, при жизни его не признавали. Потом, как Кокели заехали, Батыревский район. Батыревский район вообще знаменит на известные люди. Это был 2023 год. До этого из-за коронавируса мы 2 года не выезжали. И у Коколи были, а у Коколи вообще местные начальцы Батыревского района целый дом поставили. Ну, благодаря поддержке Министерства культуры Чувашии. Юрий Витальевич, можно я сделаю дополнение? Кокель – это сын чувашского народа, который еще до революции его больного увезли в Санкт-Петербургские санитары, врачи. У него ноги были больные. Да, это он. И далее, я дополню, он подросток, и он уже был художник величайший. Да, он уже... Иконы. Да, рисовал. Вот это Репин, это Перовка. Его наставник, он сказал, это великий будущий художник. Да. И я скажу, он в конце концов становится в городе Харьков, Украина. Да, художественное училище, или потом становится институтом, по-моему. Да. И он становится ректором и этого профессором института. Профессором. Ну, я хочу сказать, что мы действительно культурный и богатый народ. Наше богатство в людях, личностях, которые в свое время служили не только чувашскому народу, а в становлении русского, российского народа. Да. И они действительно остаются в нашей памяти. Да. И мы их чтим и помним. Так, пользуясь случаем, мы с Анатолием хорошо знали еще одного великого художника, Владимира Ивановича Агеева. Масштаб художественного мастерства на уровне Коколя. В этом году он отделился. Его картины тоже и в Третьяковском галерее, и за рубежом 20-30 государств. Он жил долгую жизнь, 92 года. Ну, чувашский народ не обделен талантами. Да. А что стоит Батыревскому? Он из Яльчинского района, с Большой Яльчинска. А что стоит наш уважаемый Геннадий Айги? Вот пробиться, как говорится... Да, у меня книга его хранится. Да, такой чувашский парень... Великий поэт был. Великий поэт, он какой-то вот такой свой стиль нашел, который весь Запад зачитывался. Кстати, относительно поэзии. Я его поэтикой интересовался, у меня даже в 90-х годах песня родилась, посвященная сыну, стихи. Но когда я с стихами его знакомился, я как автор Олег Шаманаев здесь выступаю за кадром, его стихи удивительные по своей форме и содержанию, и эти стихи, или с 4 сторон их надо рассматривать, иначе ничего не поймешь. Это новая форма, суть содержания смысловой передачи. Вот я так бы сказал. Так, Самана, пользуясь моментом, не зря его номинировали на литературную премию Нобелевскую. Вот это, чтобы Нобелевскую премию получать, тебе должен за тебя получать 2 кандидата, которые получили Нобелевскую премию. Его номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Не успел, умер. Вот мы такими людьми должны научиться гордиться. Кстати, и его погост, вот это Батыревский район, к моему сведению, деревне забыл, он как завещал, рядом с деревней, мы туда навестили, и эти фотографии, молодец, Олег Михайлович Ульяр все снимает, и это у нас есть, мы у его могилы стоим, все для истории сохранено. Но
я не был бы плохим мальчиком, если мы еще навещали, не забываем еще одного великого поэта. Уж что Батырский район богат на поэтов. Да. Мета вошли. Мета вошли. Они с одной же, нет, с соседней деревни, там же буквально. Он ведь дважды его репрессировали, он полжизни в лагерях провел. Да. И такие вот, которые пройдет такие мучения, такие стихи пишет. Чудо. А Юрий Витальевич, дело в том, что в 90-х годах мы как-то большой делегацией выезжали в его деревню. Ульдияр Олег Михайлович нас, по-моему, повел, да. Да, это он у нас. И с нами были довольно известные личности, помимо того, что я там присутствовал, Иван Христофоров. Иван Иванович, певец, да. Великий. А потом Народный артист. Рейса Сарби. Народная поэтесса. Ее сестра, по-моему, была с нами. Альбина. Альбина, да. Потом Борис Чиндыков. Тоже, Да. оттуда же. Потом еще какие-то редакторы каких-то журналов. Настоящие патриоты наши, чувашские. Да. Патриоты наши. Вот этим не запомнились. И поэтому мы откопали тогда вот зимой зимнюю стужу, его могилу почистили, возложили цветы. Да, на окраине. Мета вошли, да. У Метавочки тоже на окраине забора. Когда мы из Чувашии выехали, на этот раз у нас маршрут лежал через село Шоршило, где наш космонавт Николаев. Да. На неуважение ему дали, венок положили на его могилу. Олег Михайлович Цыпленков Ульдияр, он всегда это делаем. И от нашего имени Раиса Сарби читала свои великие стихи, посвященные Николаева. И дальше наш маршрут пролежал на Татарию, Татарстан, через Казань. Мы ближе к вечеру доехали в Сихтерме. Это родина Петра Петровича Хузангая. Там мы вечером палатку установили. Я бы добавил сейчас обновление. Иван Иванович Казанков. Да, там родился еще Казанков Иван. Предприниматель. Да. Казанков Иван Иванович, двоюродный брат Хузанга, они родственники. Крепость на 10 гектарах стоит понастроенной. Нам внутри крепости дали место, мы там, наш автобус остановился, потому что на следующий день должен был состоять третий чувашский праздник Агадуи. Все чувашские, со всех регионов приезжают. Это Новый Сувар, крепость. Новый Сувар. Давайте-ка сейчас не будем акцентировать на этом гостевой. Мы были в гостях там. А дальше, куда ваш путь? Дальше мы У нас тема, значит, Аркаим. Поехали. Олег Владимирович, понял самана. Значит, мы там были, и утром мы выехали сразу через Башкирию. В Башкирию быстренько заехали Константина Ивановича Иванова проездом. Это наш великий поэт на родину. И дальше путь у нас всю ночь ехали через Уральские горы. Утром приехали в Аркаим. Это Челябинская область. А сколько суток у вас дорога это занимала? Ну, мы всего, наш маршрут состоялся около 8 суток и еще полдня. То есть 8,5 суток вы уложились. Да? Со всеми, в общем-то, да. участием. Ночью мы ехали, днем мы знакомились с достопримечательностями. Значит, Аркаим, приехали. Олег Ульдияр, наш руководитель, сказал, когда я был лет 15, здесь было голое поле. По этому... То есть поселения не было? Не было, там было что-то такое. Говорю, тут изменения, заказы. И мы остановились, на одном малом автобусе проехали, уточнили. Он помнит гора Шаманка, вот эта великая гора, там место есть. А вот у вас на столе картинка, покажите нам, зрители. Да, значит, я как участник, мы остановились в Аркаиме у этой великой горы. И эта гора... Аркаим, Аркаим, самая достопримечательная, там 7 гор,
вот заодно, Олег Самана, вот здесь, вот все точки. Ага, где Да. происходит связь. Да, связь с небом, с космосом, и там есть определенный ритуал. То есть надо пройтись, там кольца стоят, вот везде кольца. Юрий Витальевич, я потом это покажу. Да, покажешь. Значит, дальше, Самана, мы там пришли, палатку установили, место замечательно нашли, и святые духи наши, прародин наших, про наших потомков, мы там, да, предков, мы там по обычаю, самое ценное, Олега Михайловича Цыпленкова, мы там барана зарезали. По нашим древней традиции. Баран нам подарили. Скажи, а баран это вы с собой, что ли, привезли? Нет, в Башкирии нам дали как сувенир. Подарили. Подарили, да. Делегация чувашская. Деньги дали, да. Башкирский чуваш нам дали барана. По традиции мы барана зарезали там. Понятно. И всем достался. Был и шашлык там был, и это, хороший баран был. Все, у нас был Сергей, у Сугановска, который все традиции знает. Он был мачаваром, чувашского одежды. Все это в фильме запечатлел сам Олег Михайлович Ульдияр Цыпленков. Место святое. Я там на эту гору поднялся, где-то 300 метров поднимаешь спокойно. Старец Василий Сарби, там еще 2 девочки были. Мы это все ритуал сделали, туда вошли в Аркаим с плохим обратно, мы очищены вышли по кольцу. А сколько времени вы шли по этому кольцу? А там, ну, как шагаешь, потихонечку можно 30-40 минут, быстро можно и за 10 минут. Там... Я видел, там и люди бегут еще. Да. Пройти. Ну, по ритуалу, как из этого кольца выйдешь, надо омовение делать. Там река, да, вот, под Аркаим течет, так святая река. Мы туда спустились. Все грехи еще там смыли. И фотографии где-то есть. Я заснял, ставил. Ну, такой ритуал. Первый день делали, второй день на другие горы пошли. Там недалеко. И добровольцы. Самое главное, на горе Шаманка. Вот здесь надо было. И потом мы там только 2 ночи были. Потому что второй день мы все сувениры покупали. Там туристический бизнес процветает, и гостиницы есть. Да, там шикарно. Со всей России туда народ ездит. Хотя там еще новые расстояния были. Юрий Витальевич, а вот скажи мне, я фильмов много смотрел, и там место, где вот медиплавильные вот эти производственные участки, вы смотрели, наверное? Вот хотели бы посмотреть, вот это все попадает же из-за нашей современной цивилизации, она в зону затопления попала, вот это аркаимские кольца, вот это то, что с космоса видно, оно все стерлось. Весной там целый метр поднимается вода, там плотина, вода. Я об этом еще расскажу, да. Но дело в том, что вот эти медиплавильные производственные участки, как бы сегодня современным языком говорить, наверное, так нужно говорить, но когда изучаешь древние финно-угорские племена, их украшения медные, серебряные, золотые, и чудом даешься, дивишься, откуда у финно-угорских племен, которые проживали в лесах, вдруг металлические красивые украшения, драгоценности. Вот над этим я тоже хотел бы проявить свой интерес. И я здесь хочу сказать, что именно вот с Аркаима шли по всему миру эти украшения. Там был налажен. Обмен, налаживание, да. Завод, типа. Потому что финно-угорские племена, это лесные племена, ловили своих хищников, зверей и так далее, мясом. Пушнины и так далее. Пушнина, мясом, предлагали мясо, и был в обмен, бартер, да, на эти украшения. Вот что вы сами думаете? Вот вы как свидетель. Вот я заметил, там вот это местное население немного остался. Вот эти бутики, там штук 30-40, там целые 2-3 улицы продается, бижутерия типа того. Да. И я там заметил, у них особый какой-то вот такое произведение искусства, и чувствуется, там мастеровитые люди живут. Но это уже современные люди. Но тем не менее, мы не можем говорить о древних. остались с аркаимским этим.
Ну, об этом рядом со мной постоянно ходила наша народная поэтесса номер один Раиса Васильевна Сарбе. Она была глубоко удивлена. Такие вещи, говорит, такие бижутерии, такие ювелирные женские изделия, Ну да, и мужские это были. современно. Такое, говорит, больше нигде не найдешь. Потомки этих аркаимцев там живут. Они продают там. Мне было очень приятно. Подождите, вы думаете, что это потомки аркаинцев? Ну, там, У нас, Времени много. да, да, за столько тысячелетий народы, ну, мне так кажется, я могу ошибиться, мое видение. Ну, Я даже дай на бог, память дай бог. купил вечный но календарь. если, аркаимский. погоди, если мы говорим о том, что финно-угорские племена до сих пор живы и здоровы, а чуваши до сих пор процветают, живут, плодятся, значит, наверное, надо думать о том, что эти народы не исчезли. Конечно. Они живы и здоровы и здравствуют. И более того, теперь удивляются своим открытием о своих предках. Да. Ну, Юрий Витальевич и Анатолий Павлович, Анатолий Вениаминович. Вениаминович, да, вот и это вам я говорю о том, что о чем я сам сейчас подумал. Мы действительно удивляемся над нашими предками. И в то же время мы не осознаем и не хотим как будто признавать, что мы, наши современники, мы наследники Да, этого народа, мы это прошлого народа. дальше будущему поколению передадим. Что могу сказать, как я и на этой горе был, над уровнем моря 300 метров, там воздух чистейший, такой... А сопка какой высоты? Метр Ну, 30? метров 300, не больше. Так поднимаешь потихоньку. Есть, Там 7 гор, мы сами... есть версия о том, что эти все же были горы, но в конце концов эти Да, они горы... вулканические были и так далее. Да, Но, да, да. по крайней мере, там вот этот первозданный вид сохранился. Там Ну, вот это как сопки уже. Да, энергетика там очень... Особенно мне понравилось и на самом горе, и в озере потом искупались все свои грехи. Там, и кувшинка красоты, и так далее, так далее. Внизу камень, чистейшая вода, глубина метров 4-5. Все видно. И, ну, чудо. И я думаю, свои миссии выполню. Любой вот этот наш язык, который мы природа верим, который наш свой, это танговский, там должен быть. Как мусульмане идут в Мекка, а у нас мы должны навести Аркаим. Вот это мое видение. То есть, Юрий Витальевич, вот сейчас прошу извинить меня, вы полагаете, что эту местность, это место зарождения человеческой цивилизации, А? 2000 лет, а может быть чуть Больше. Это, извини, И это даже раньше, на наверное. уровне фараона, хеопсов, которые в Египте. Вот они одного годов. Это десятки тысяч. Да, не десятков, И вот 5-10 тысяч. точно. Смотрите-ка, вот там профессор, который открыл... Зданович Георгий Борисович. Да, да, Музей Зданович. построил трехэтажный. Да. Я туда заходил. А, вы были там, да? Да, был знакомились? там вот это, вулканы там были миллионов 10 назад, на этом фоне там вот это горы образовали, ландшафт все описан, как научный работник, доктор исторический. И вот, Юрий Витальевич, вот этот профессор, он же утверждает, что гиперборейцы пришли сюда. Я не возражаю. Мы... А вот теперь давайте-ка вспомним нашего чувашского академика Сергея Эрнст Михайловича, который не так давно... Пухов, да. Да, царство ему небесное. Эрнст А ведь Сергеев. он утверждал, что гиперборейцы пришли именно на эти территории. А под этими гиперборейцами он же подразумевал, что эти народы совместимы с нашими, как говорится, совместимы отчасти и чувашским народом, с представителями, которые пришли сюда. Ну, из древних- Потому что он же именно с точки зрения чувашского языка читал все эти иероглифы, расшифровал. расшифровывал, да, письмена древних людей с точки зрения чувашского языка. Вот я хочу сказать, а что вы дополните? Я что могу сказать? Я не так плохо знал Сергея Эрнеста, отчество забыл, к моему вину. Сергея Эрнст Михайлович. Эрнст Михайлович, да, он в прошлом году от нас ушел. Что могу сказать? Он посланник Божий,
он не поленился, он разгадал вот это все письмена, вот этих, не только нашего булгаро-чувашского народа, он и других народов он расшифровал. Включая письменно майя. Да, майи даже. Индийцы, Это да. величайший ученый, который недооцененный, пока недооцененный, но потомки его оценят. Он, так сказать, глубочайший след оставил. Потому что такие люди рождаются один раз в 100 лет, они оставляют яркий след, я могу сказать. А то, что исследование Эрнеста Михайловича Сергеева ждет своего еще будущего часа, и должен другие ученые изучать его. Да, согласен. Так, а так, Аркаим, это болгаро-чувашская Мекка, мы все, вот то, что кто донговянство верит, тюрки, мы туда должны ездить, это моя заветная мечта была, я там был. И вот это 3 дня то, что там были. В свою очередь вы призываете И других и там представителей культурного слоя чувашского народа посещать эти места. Да, потому что там энергетики в первозданном виде, вот это на горе особенно чувствую. Внизу там цивилизация, там начали гостиницы строить, должен развиваться, но там надо побыть разок. Я там мечтаю еще лет через 10. Туда и китайцы приезжают, Кришна, говорят, тоже они там свои веры там. Кстати, относительно, в каком-то фильме я видел даже представителей народов Индии. Индии тоже туда были. Да, они там кружились. Кришна, Индия, Да. они там, они же здания маленькие построили. Да. Они там целыми неделями живут, признают, это тоже наша прародина. Так оттуда же потом же часть населения ушло. Да, ушло. Да, в Индии. Кстати, относительно Индии. А ведь я, правда, у меня среди моих знакомых нет никого, который бы индийский язык изучал, но какие-то древние книги я читал, и в этих книгах часто возникает начало чувашского понимания слов. До того наш язык, до того древний. Да, куда ни смотри, везде наши слова в любом... И индоевропейцы, и так называемые. в китайском языке, и монгольских языках, и венгрии, и с немцев, и, как говорится, там, и болгар, там, у многих, и казахов, якутов есть. Это давно изучено. Так, Анатолий, скажи-ка свое мнение. Так, Анатолий Венеевич, мы вас прервали, вы ваше дополнение к сказанному прочему. Хочется сказать то, что вот эта поездка Аркаим, это большое событие для нашего народа, для нас. Это, наверное, как флаг, призыв. Это призыв. Вы, наверное, были первые, да? Нет, не первые, там были лет 10 назад. Ну, это относительно раньше ездили, случайные, да? да. Сейчас вот повторно поехали, да. Это большое событие. Я считаю, Юрий Витальевич правильно говорит, мы должны ездить на такие места и поклониться нашим предкам, да. И пожертвования делать, да. Так обосновано. Обязательно надо ездить. Это как бы открываем мы свой мир открываем. Мы даже не только, мы расширяем наш современный мир более глубокими знаниями о первобытных наших. Конечно. Это большое событие. Это Очень большое. даже вот, наверное, это сейчас мы не сразу осознаем, а постепенно мы будем думать и как это здорово, что вот мы открыли для себя. Да, согласен с вами. Поэтому я считаю, что это действительно не зря съездили туда. То есть это как событие, должно быть как факт, событие. То, что вот сейчас Олег Саманов это все будет рассказывать по ТВ, это тоже большое событие, большой шаг.
Это вот расширяет как раз кругозор нашего народа. Конечно. Кто был, не был там, кто... Мы народ, вот нынешнее вот это время живущее поколение, мы не были Иванами, не помнившие родства. У нас нет, жили и автобусы, и транспорт, все, и там не были. Да. Мы там дань уважения указали, как мы живые свидетели, как мы там пожертвовали барана со всеми ритуалами. Это Олег Михайлович Ульянович заснял, и для чувашского народа, и всех, кто родом от Болгаро-Чувашского народа, они могут смотреть. А мы усиливаем вот эту поездку с нашими... Цыпленков делает очень большое дело. Громадно великое дело. Ему надо ставить при жизни памятник, за то, что он открывает глаза нам. Другим. Мы вот раньше, может быть, вообще не слышали про Аркаим, а теперь мы знаем. Прежде всего, конечно, касается это познания истории своего народа. Да. Вот это фундаментальная основа для того, чтобы путешествовать. Благодаря Открывать таким новые людям, как земли. Олег Цыпленков, мы познаем свою историю, расширяем свой кругозор. И делаем историю. Едва не сгинувший на дне нового водохранилища. Он преподнес историкам удивительную загадку 20-го столетия, значение которой полностью не оценено. Я считаю, что Аркаим – это величайший символ новой эпохи, духовный знак, такой символ возрождения духовного, так как это абсолютно конкретный, материальный, доказанный учеными факт, что наши предки имеют отношение к великой арийской культуре. Впервые Аркаим заметили в 1952 году, когда военные картографы проводили аэрофотосъемку. Позднее спутник-разведчик передал фотографию нескольких странных кругов, расположенных в этом районе. Но в то время на находку не обратили внимания. И лишь в 1987 году, когда территорию готовили к затоплению в связи со строительством Большекараганской плотины, отряд Урало-Казахстанской археологической экспедиции под руководством Баталова и Мосина случайно обнаружил скопление необычных курганов, расположенных по определенной системе. Поднявшись в воздух на колхозном кукурузнике, который по счастливой случайности оказался поблизости, ученые были поражены. Их глазам предстало удивительное сооружение, состоящее из двух вписанных друг в друга кругов с перемычками между ними. Следователям дали год, чтобы определить ценность этой уникальной находки, остановив строительство плотины, которая должна была уничтожить этот уникальный объект. Уже первые раскопки преподнесли ряд сенсационных открытий, которые совершили невероятное. Строительство плотины было полностью остановлено. И именно это решение позволило заполнить белые страницы в истории ариев. Доктор исторических наук, советский и российский археолог Геннадий Борисович Станович в одной из своих работ так оценивает значение открытия Аркаима. Архитектура Аркаима ничуть не менее сложна, чем архитектура Крита. Аркаим – это 18 век до новой эры. Есть даты 20 век до новой эры, но мы сейчас придерживаемся более осторожных оценок – 18-17 века до новой эры. Это современники крито-микенской цивилизации. Это среднее царство Египта. В общем, это очень далекая древность. Безусловно, это индоевропейцы. Одна из древнейших индоевропейских цивилизаций. Вероятно, это одно из звеньев индоиранцев. И, конечно, это та среда, то мгновение, о котором говорят как об арийской культуре. Это арии с их корнями, с их... Странно. Что это вообще за место такое в пустом поле? В нынешних реалиях это
музей-заповедник, наиболее известный как объект исторического туризма, который включает в себя общую территорию площадью 3760 гектар. Ну а если мы окунемся в историю, то Аркаим – это древний город, состоящий из небольших поселений. По возрасту он является ровесником египетских пирамид. Эта находка столь древнего города на территории нашей страны полностью перевернула представление ученых о древней истории не только нашей страны,